29 мая в Урнарском районе состоялось значимое событие, в ходе которого был запущен в эксплуатацию новый объект в сфере агропромышленного комплекса. На территории Молдокосинской молочно-товарной фермы открылся новый коровник на 440 голов. В церемонии его открытия приняли участие глава Чувашии Олег Николаев, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова и Николай Малов, заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики, министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, президент агрохолдинга Вурнарский мясокомбинат Юрий Попов, глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов, главы администрации ряда муниципальных образований республики, депутаты Госсовета Чувашии, руководители аграрных предприятий района. Предваряя начало мероприятия, аграриев района и республики с открытием нового объекта поздравили кадеты Калининской средней общеобразовательной школы. Депутат Государственного совета Чувашской республики, президент агрохолдинга Вурнарский мясокомбинат Юрий Попов подчеркнул, что строительство коровника на 440 голов с доильным залом на 6 скотомест началось в апреле прошлого года. Его сметная стоимость составила 105 миллионов рублей. В целом, по его словам, за последние 10 лет инвестиции в основной капитал агрохолдинга составили более 10 миллиардов рублей. В планах Вурнарского мясокомбината довести общее поголовье крупного рогатого скота к 2022 году до 5000 голов, производство молока до 14 тысяч тонн. Сейчас в Вурнарском мясокомбинате занимает первое место по поголовью крупнорогатого скота. В планах Вурнарского мясокомбината довести общее поголовье крупного рогатого скота к 2022 году до 5000 голов, производство молока до 14 тысяч тонн. Сейчас Вурнарский мясокомбинат занимает первое место по поголовью крупнорогатого скота и второе место по валовому надою среди сельскохозяйственных организаций Чувашской республики. Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что с прошлого года в республике действует программа субсидирования личных подсобных хозяйств, которые держат дойных коров. 28 мая в Вурнарском районе прошел республиканский автокараван «Чувашия в защиту детства», организатором которого явилось Министерство образования и молодежной политики Чувашской республики. В мероприятии приняли участие уполномоченные по правам ребенка в Чувашской республике Алевтина Федорова, заместитель главы администрации, начальник отдела образования и молодежной политики администрации Вурнарского района Денис Трофимов, главный подростковый нарколог Минздрава Чувашии Лилия Дорофеева, прокурор Вурнарского района Евгений Краснов и другие. Пленарное заседание открыл заместитель главы администрации, начальник отдела образования и молодежной политики Денис Трофимов. В приветственном слове он отметил, что автокараван проходит накануне Дня защиты детей, а значит, в ходе него будут обсуждены актуальные вопросы, касающиеся в основном детей. Денис Юрьевич пожелал всем плодотворной работы. Алевтина Федорова в своем выступлении затронула вопросы организации летнего досуга детей. Далее работа автокаравана продолжилась по секциям. В первой из них велась работа с семьями. Также затрагивалась тема употребления психоактивных веществ несовершеннолетними, полового воспитания несовершеннолетних, женского алкоголизма. Проводилась индивидуальная работа и консультация родителей по запросам. Во второй секции была проведена работа с несовершеннолетними детьми. Были затронуты вопросы уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных деяний. Работа автокаравана на территории Вурнарского района получилась плодотворной. По сложившейся традиции в Вурнарском районе был проведен осмотр полей, в котором приняли участие глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов, его первый заместитель, начальник отдела сельского хозяйства и экологии Вячеслав Горбунов, а также представители районного отдела Россельхозцентра по Чувашской республике, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. Ежегодный осмотр полей предусматривает объезд территорий, обрабатываемых аграрными предприятиями района. В ходе осмотра полей руководители и специалисты обмениваются опытом, делятся своими знаниями в области возделывания земли и выращивания сельскохозяйственных культур. В текущем году аграрными предприятиями Вурнарского района посеяно 19 389 гектаров яровой культур. Согласно структуре посевных площадей, 65% занимают зерновые и зернобобовые культуры. Кормовые культуры занимают 30%, картофель – 1,2%. Технические культуры
культуры 4,3%. Прочно вошли в севооборот такие культуры, как рапс, соя, лен, горчица, рыжик, гречиха. Необходимо отметить, что площади технических культур с каждым годом увеличиваются, так как приносят больше прибыли по сравнению с обычными культурами. Посевная кампания в районе началась в конце апреля. Можно сказать, что из-за погодных условий она затянулась. Тем не менее, большинство хозяйств района весенне-полевые работы провели в короткие сроки. Осмотр полей начался с ООО «Агрохмель» и завершился оценкой посевов на полях СХПК «Броневик». Маршрут осмотра пролег через поля почти всех аграрных предприятий района. В целом, как отметили специалисты, которые вошли в комиссию по оценке посевов, их состояние хорошее. Комиссия также обращала внимание на всхожесть, густоту посевов, наличие сорной травы, качество семян, площадь посева, а также на культуру, содержание полей. Членами комиссии было отмечено, что все хозяйства нынче поработали на славу. По итогам объезда полей комиссия определила 3 хозяйства, в которых посевы были признаны самыми лучшими. По итогам оценки состояния посевов первое место заняла агрофирма «Сонары», руководитель Андрей Петров. Второе место заслуженно присуждено СХПК имени Карла Маркса, руководитель Валерий Шумилов. Третье место комиссии присуждено СХПК Янгорчина, руководитель Геннадий Романов. Юным жителям Вурнарского района вручили паспорта гражданина Российской Федерации. По устоявшейся традиции получить самый важный документ и статус полноправного гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке предстояло вурнарским ребятам и девчатам, отметившим свой 14-й день рождения накануне праздника Дня России. Разделить с детьми это событие пришли глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов, руководитель миграционной службы района Юлия Ильина, а также близкие и родные виновников торжества. Глава администрации района Андрей Тихонов отметил, что для юных жителей Вурнарского района это особенный день. Они сегодня в преддверии значимого для всех россиян праздника Дня России получают самый главный документ в своей жизни. Андрей Владимирович подчеркнул значимость паспорта в каждой жизни человека. Он пожелал юным жителям района любить свою родину, быть достойным гражданином страны. Помощник начальника МВД России Вурнарский Лилия Забирова отметила, что важно бережно относиться к главному документу, не терять его, не давать посторонним лицам. Паспорт всегда должен быть рядом, ведь он подтверждает личность его владельца. Она пожелала ребятам уверенно идти по жизни, ведь юноши и девушки теперь полноправные граждане России. В Вурнарском районе торжественно отметили завершение весенне-полевых работ. Праздник прошел на сцене районного дома культуры. В текущем году в связи с действующими ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, праздник песни, труда и спорта решено проводить без массового участия людей. Тем не менее, чествование тружеников сельскохозяйственного производства, принявших активное участие в проведении весенне-полевых работ, прошло на высоком уровне. На праздник собрались труженики села, чтобы вместе подвести итоги весенне-полевых работ, песнями и плясками отметить этот замечательный день. Праздник в текущем году был посвящен Году науки и технологий, а также трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Отрада отметить, что торжество прошло в День России. Состоялся семинар в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Целью данного семинара является формирование наркологической настороженности и повышение наркологической грамотности населения. Организаторами данного мероприятия выступили антинаркотическая комиссия, администрация Вурнарского района, МВД по Чувашской республике и Министерство здравоохранения республики. Пленарную часть заседания открыл глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов. Он подчеркнул, что тема связана с наркотиками и их незаконным оборотом. Данная тема является актуальной и проблемной. Общей задачей всех субъектов профилактики органов власти является уберечь молодежь от наркотиков, вести широкую профилактическую работу в этих целях. В районе в этом направлении ведется целенаправленная работа. К ней должна быть привлечена вся общественность. Только тогда можно избавиться от этого зла наркомании. В районе в этом направлении ведется целенаправленная работа. Руководитель аппарата антинаркотической комиссии в Чувашской республике, заместитель министра здравоохранения Чувашской республики Ирина Лисенкова проинформировала участников заседания об основах антинаркотической работы в Чувашской республике. Каждый субъект профилактики получил полезную информацию для дальнейшего ведения работы по профилактике наркомании среди населения.